Так. Угу. Так. Привет, Джикстет. Джикстет. Наступающим. Здравствуй. Так. Сейчас. И вас, и вас. Спасибо, спасибо. Так. Ща, подожди. М? Да, сюда. Вот ты бухгалтер? Питання. Куриче, куриче, куриче. Куриче, куриче, куриче. Привет, Витракс, наступающий. Так, сейчас. Еглин, еглин, еглин. Еглин, Еглин. Практически звучит как Ельцин, Ельцин, Ельцин. Угу. Ну все, погнали. Все готово. Уичкетсир, 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 уичкетсир. Ой. О, слава богу, мы же должны спасти этого детка. Ё-моё. Вчера как-то не очень получилось. Отсюда можно попасть на задний двор. Только нужна какая-нибудь веревка. Достань пару грязных простыней. Надо перебить придурков. Эй, может в душе... Ну, неплохо. Это не самая разумная идея. Что это? Понял. Отсюда можно попасть на задний двор. Только нужна какая-нибудь веревка. Достань пару грязных Дед простыней. моложал еще, да. Белевую корзину рядом со спальней. Простыни. Поехали, давай. О! Держим крепче. Ладно, Найс. ты первый, Лео. И проклятье. Лео, Старый я уже для чуть этого. потише. Ты меня сам в гроб Давай, загонишь. я иду Подожди, подожди. следом, Не пошли. надо. Не видел, лол. Ладно, что дальше? Ну, для начала драпаем. Кто бы спорил. Вот мать его! А,
Гоу, Ладно, гоу, Нита, гоу, гоу. проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Ты туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Согласен. Расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Вечный Спасибо, клин. Лео. Знаешь, Вечный всё так крик. Срак усложнилось. вечный. Так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной. Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лос-Хевен. О, Лос-Хевен. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Хорошего отдыха, старина. О, подарил мне машину, получается. Найс. Так, музончик у меня был. Тут. Где-то. Сейчас, на моменту. А, блин. Так. М. Спасибо. Ну, я хорошую машину подогнал мне, кстати. Прикольная. Управляемость классная. Блин, у меня как будто у нас что-то чешется все время. Зараза. Что-то такое. Эх. Волосы растут, что ли, в носу. Зараза. Аскот Дейли. Погоди-ка. Вот к Гарри бы надо бы съездить, по идее, конечно. Блин, ну плохо то, что рядом тут вообще очень мало всего. Воздух сухой, наверное. Это да, это тоже. Это тоже. Франни, что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше Эй, видеть. что стряслось? Кого видеть? Эрика, Мужа? Почему? Картмана? он бьет и гуляет все время. И И он бьет тебя? Нет, у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Суки. Иногда. Нет, Вито, не надо, прошу тебя, я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя Где он? послушает. Я не знаю.
По вторникам. Где-то на Ривер-стрит. Обычно он у Успокойся, все него будет сидит. хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не Лягонечко, извинится, да. позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски, идет? Ну, чуточку, да. Особенно в понедельник. Понедельник ведь никому не нравится, а тут еще и можно поколотить меня. А он от этого, как бы, ну, ему легче становится. И целый день потом такой радостный. Так. Ё-моё, кстати. Тихо, блин, дождик. Мокрый асфальт на дороге. А, я забыл. Новогодняя музыка. Погоди. Этот алкопритон-то и есть ее дом? Пиздец. А? Кнопка на батарею. Вот так кнопка. Вот и раз. Ничего себе. Куриным. Где Эрик? Ты чё, нарваться хочешь? Нарваться, да. Серьезно? Молодежь всегда таскает какую-то непонятную. Светик, нам телек не видно. Потому что идиот. Отвали от телека, придурок. А, вот он. А? Эрик, ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Я тебе покажу, Нормально. как бить женщин. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, we're gonna rock around. Блин. Tonight, put your glad rags on. Join me home, have some fun. When the clock strikes 1, we're gonna rock around. Мабля, мабля, маб... Так, тихо. Мабля, мабля, мабля. Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дурь, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Да. Правильно, правильно. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Луиджи Скалетто. 10, 11 o'clock, Кетто? 12 o'clock, we're gonna rock. Просто Луиджи. Tonight, put your Так это, блин, брат Марио, оказывается. Охереть. Патриот еще получается. Хотя немного не патриотично, как делать из флага коврик для вытирания ног, обуви.
Как-то неправильно. Да надо было ствол достать еще, типа, ну... Взять первого типа и бить его стволом этим по голове, там. Потом достать ножик, там, второму типу уже, там, нарисовать на груди у него, там, не знаю, пенис, и сказать то, что... Вот этот нарисованный пенис у него потом окажется уже в жопе. Вот только в каком виде, типа это будет кожаный пенис или мой этот вот ножик, который нарисует у тебя внутренних органах этот самый пенис, ну типа непонятно будет, это будет загадка, понимаешь? Они будут такие типа, бля, ебать, а что он имел в виду, типа, что он нарисует пенис у меня в кишках или он засунет свой пенис в мои кишки, типа, ну... Расскажи, что тебе нужно. Это бы сильно так-то, ну... Ищешь Это новый бы их город? научило, Выбирай, я бы приятель. сказал. Это их научит. Оу. Это их научит. Новые номера для тебя не вопрос. Найс. Так. Специальная краска. Выбирай дизайн. Ну блин, это совершенно какие-то тупые краски. Мeh. Так, давайте... Теперь это звер, В любой покрасим. Блин, жесть. Ну вот хочется как-то, даже не знаю, черный скалейду. А вот второстепенная у нас давайте будет вишневый, розовый, бордовый. Ну вот вишневый какой-то прикольный, как будто бы. Вот морской бриз тоже прикольный. Но вот хочется, скорее всего, лучше белый, наверное. По классике пойдем, по классике. Во. Ай, огонь, а не машина просто. Приятно иметь с тобой дело. Вообще. Уф. Уф, уф. Какой же он. Мать! Вы гляньте, как он разгоняется до 100 быстро. Полицейские даже не успели понять, что проехало мимо. Мощь. Ну все.
это Франческо. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто... А, боже мой, какая же она глупая оказывается. Не, ну вообще понять можно, конечно, то, что она в шоке от своего брата, который типа... Но, блин, брат-то тоже понять можно. Как бы он немного охеревает от того, что его родную сестру, блин, избивают. Вообще не прикольно. Так еще и застал его какой-то другой бабой, блин. В доме одни наркоманы. Бухают нереально. Ё-моё, это вообще кошмар. Я вообще удивлен, что он, ну, не убил никого или типа того. Так. Ладно. Давайте ложимся. Почекай! Живи! Давай! Макаронь! Блять, а это кто такие, сука? Бля, все деньги проебаны, ёбаный в рот. Да за шо? А можно мне, блядь? Он без рук, видели, да? Без рук, просто взял и... Эй, такой перепрыгнул. Это что было вообще? Они вообще люди... Не, ну вы видели, как он перепрыгнул в забор? Ай-яй-яй. Не на того напали, суки. Это что, эти, что ли? Кто такие вообще? Гандоны вонючие. Блин, автомат у них еще. Особый кольт. В смысле? Нифига себе. А я думал, такой кольт только у меня и у Джо. Меня заказал Джо? Ну я как-то это... А где их машина? Уже кто-то отогнал их машину? О, стой, 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 стой. А, вот это сойдет. Вылазь нахрен! Блин, ну за что? Блин, музон надо какой-нибудь. Будьте. Какой-нибудь такой кочевый, шустрый. Новогодний. Во, 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 во.
Блять, не то. А это? О! Оно! Преследую гонщика. Блин. Блин. Да за что? Фу. Джо, ну, только не говори мне, что ты не дома. Да он бухущий, сракотан, Ну наверное. уже, только б не валялся пьяный. Давай! Попридержи коней, иду, уже иду. Ты что, жарил мясо в одних трусах? Да. Можно войти? Да, конечно. Дай я тебе налью. Какого хрена? Мило, да? Это еще что такое? Я тут обстановку поменял. Что скажешь? Да уж, тут все другое. Да, Что за точно, женщина? сам обставил. Там все. Че за фото... Так Че? что случилось? Ну Вот, ладно. держи. Эти чертовы психи-ирландцы. Что такое? Что они сделали? Убить меня пытались, мать их. Что? И спалили мой дом к чертям. Вот это да. И что дальше? Хочешь разобраться с рыжими прямо сейчас? А то, ну да. Ладно, расслабься, выпей, а я пока кое-кому позвоню. И в шкаф ко мне загляни, если не хочешь воевать в одних трусах. Спасибо. Думал, ты не предложишь. Ты все еще хранишь мои вещи? Хай, это Джо. Да, я знаю, но мне помощь нужна. Сегодня куча ирландцев пыталась Вот убить моего здорово. друга. Они ему дом Прям как сожгли. клоун. Я хочу знать, кто это. Дальше ехать И у них некуда. логово. А кровать неплоха. Эй, если не скажешь, проблем у тебя будет Ну, окей. в разы больше. Микки Десмонд. Вот оно что, понятно. И где он сейчас? Да, ясно, я знаю, где это. Понятно, спасибо. Чья это фотография вообще? Кто это? О, и кухня розовая. Не, ну розовый цвет прикольный, если чё. Типа реально неплохой. Но он прям... Смотри, как аккуратненький такой стал он весь.
А случаем Джонас... Вот этот дом точно надо спалить. Он может быть после смерти Вот, на Марти человека хоть похож. как-то... Только рубаху потом верни, ладно? Таких больше не делают. Да, и знаешь, не просто так. Куда мы едем? В Кингстон, там ирландский кабак называется Зеленый холм. Поехали. Блин, мне даже захотелось эту рубашку одеть. Ну, у меня другая сейчас. А та на стирке, кстати. Лайсет. Мне казалось, тут где-то должен быть журнальчик. Ищу. Садись в машину. Шуберт Беверли. Ладно. Так ты за ирландцами не следил, нет? Не, а что такое? У ирландцев новый босс. Звать его Микки Десмонд. На его место есть еще пара претендентов, так что он всем хочет показать, какой он крутой. А ко мне это какое имеет отношение? Он двоюродный брат О'Нила. А, теперь понятно. На что Понятно. хошь спорим, торчит сейчас в своей дыре и ржет над нами с остальными ублюдками. Ну, поехали, разберемся с ним. И я про то же. Похоже, их осталось немного, так что кабак можно взять с налету. Застать их врасплох и все дела. Мне нравится план. Уроды, дом мне спалили к чертям. Остынь, мы уже на подъезде. У нас тут что, автобан на Аляску? Не нервничай, я спешу. Ты что, красный свет не видел? Готов, Вида? Пошли уложим этих кретинов. Что мы тебе сделали? Чё он начал палить-то, ёпта? Куда и в кого, главное? Я ж говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал, трус поганый. Но я его отыщу, и тогда... Это ты сбежал, четырехлистник. А, черт! Ты... Это да. Сука. Я ж говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал, трус поганый. Но я его отыщу, и тогда... Это ты сбежал, четырехлистник. А, черт! Ты... Ну ты нахал. Это да. Прикрой меня, Вида. Ну садись, блядь. Молодец, Вита! Я лучше всех. Черт, ты стрелять вообще не умеешь. Ты охуел, блин. Давай, покажись. Not bad. Магнум. О, а там в машине еще есть. Держись, они смывают. Ладно, вперед. Вот так пойдем. Прикрой меня, Вита. Уроды. Ну вот, дело сделано, да? Да. Я видел белого
с пистолетом. Волнуйся, дела идут в гору, так что скоро заработаешь на новый. Очень надеюсь. Ладно, поехали домой. Так что я посплю на твоей тахте, а? Есть вариант получше. Вот, Ясно. держи ключи. Это квартира Марти. Но мама как раз просила ее продать. Так что поживи там пока что. Спасибо. Вариант. Не благодари, приятель. Староват ты уже для моей тахты. И потом я только что ее купил. Разрубаешь еще. Хата Марти на острове. Ты что, получала? Не очень. Прописали им по полной, и все равно мало. Эй, то, что сгорело, всего лишь шматье, Вита. Просто шматье. Это было мое шматье, Джо. Как думаешь, зачем я вообще во все это влез? Просто чтобы покупать шматье. Костюмы, тачки, телок, дома. А теперь я опять без штанов, и бабло тоже все было в доме. Я пообещал себе, что больше не буду бедным, не буду перебиваться, как отец. Да-да, я понимаю, не дрейф, что-нибудь придумаем. Пара секунд, и снова будешь на ногах. У тебя-то долбанный стакан всегда наполовину пола. Долбанный стакан. Ты чего это вытворяешь? Блин. Ты водишь прям как моя бабушка. Ладно, не так все плохо. Прям как детка. Кончай насиловать педаль газа. Я спешу. Тогда, наверное, до встречи. Да куда ты свернул-то, игра? Держись. Блин. О, китайский квартал. Угу. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Понял? Ну и дыра же. Были деньги на гостиницу. Да. Дыра. Уж лучше свою старую одежду одену, это реально какой-то. О. Они даже воду не спускали, да? Последний раз Марти здесь сидел, мылся и в кораблике играл, да? Жесть. Это даже грустно как-то. И пахнет, наверное, так себе. Ну, хотя бы это есть. Вот же мерзость. Вот же мерзость.
Дары моря. Квартира Марти, 22 сентября. О, скоро зима. Мой дом сгорел вместе со всеми сбережениями. Были даже какие-то проблемы с полицией, но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас с Джо появился новый напарник. Да, все нормально. Даже Эдди все окей. Привет, Вита, это Генри. Эй, Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн-парк, поболтаем. И ствол возьми. ладно. Ну, до встречи. Давай. Так, а сколько у меня денег, интересно? Так, погоди. Это единственный выход и вход, да? Ну да. Стоит посмотреть, есть тут журнальчики или нет. Петр Адамец. Зарядник-то. Антон. Тут нету? Там где-то. Вот же. Тириририм, тириририм, пам-пам-пам, пир-пу-пиу. Я уж подумал, у меня гаража нет. Ля. Звер. Блять, гандон, у меня денег нет на ремонт машины. Тварь, говнюк, падла вонючая. А вот и он. Хай, Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клименте — конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. ладно, интересно, а мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фальконе?
Он не узнает, а если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, но если Карл единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китаёзы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники. Да, для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. За Ебать. сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком! 20 штук за один день! Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Ублюдки, вы чё? Я что-то подозреваю, что вы не вместе с моей машиной. В машину все не влезут, да. О, простите, пожалуйста. Нет, вы меня простите. Что делать? Ну что, давайте ловить машину. Что делать? Вон ту возьмем. Шуберт Бевелер садит, по-моему. Шуберт Беверли. Или это Смит? Дьявол. Смит Кастом, да. Ну чё, поехали, поехали. Кто этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст. И больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни, а потом расстрелял его в упор из автомата. А этот? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифига себе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно, все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. Так, вроде мы на месте. Бип-бип. Так, переулок. Вот он. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Хм. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня?
Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой Так и мелкой скажи. сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Так и Айзек, дал, так и дал. подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. «И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами». Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Тридцать пять. Да-да-да. Бутлегинг. Лагинг. Да. Удивительно, никто не угнал эту машину. Молодец, Генри. Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов, нет шлюх и плохо кормят. Да уж, точно подмечено. Хм. О, я там 45-го не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Покой, Господи, ее душу. А ты что? Когда был в церкви? На Пасху. Ну, неплохо так. В 41-м. Беру свои слова обратно. Ад по тебе плачу. Что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Небось, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карлов заведений. У которого всего 2 пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта. Дошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, Краб дебил. С нами такого не случится. Эй, ты же на красный проехал. С нами такого не случится, он говорит. Ну, не знаю. Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Так, парни, за мной. Говорить буду я. Хай, у нас дело к твоему боссу. Приветствую, мистер Томасино. Окей.
Погоди-ка. Здесь все равно радио нигде не звучит. Окей. Стоит. Какой живой мир? Если нужно показать живой мир в компьютерной игре, надо показать сущего чувака. Надо обязательно это сделать. И все таки ничего себе, он сыт. Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. У вас чемодан достаточно набит? Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот ваш товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм — это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Да, надо бы вообще каждый проверить. Окей, порядок. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Мистер Намази. Добрый день, господа. Черт, подстава. Мне у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Какие туфли? Стойте, эти ребята не копы. Убей, урода! Стреляй, Вито! Вито, прикрой нас! Прикрой меня, Вита. Ну вот, еще лет! Держись! Есть! Отлично! Но их все еще дофига! Живее! О, черт, Не пройти! Бежи! Да как не попадает, лол? Охереть. Да погоди, дай убить их, убить хочу. И чё это? Только один чел? И это все! Когда до них дойдет! Ладно, Вита, поехали! Да? Я их убил.
Да блин. Почему у меня напарники такие придурки? Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Вито, прикрой нас! Я захожу. Рубил, козлина! Ну вот, еще лето! Держись. Есть! Отлично! Еще Бежи. живее! Ядрить, магнум-то мощный. Вита, беги отсюда. Вито, прикрой нас! Парни, не суетись, пап. Вита, черт возьми, пригнись. Вито, вынеси дверь! Да подожди. Есть, так сказать, незаконченные дела. Пошли уже, дверь! Да иду. Эй, я здесь, сволочь! Когда до них дойдет. Ладно, Вита, поплыли. Все самому. Прикрой меня, Вита. Ладно, Вита, поехали. Нормально. Жесть. Так. Надо бы хорошенько осмотреться в этом месте. Да ладно, ничего. Журнала нет? Реально? Хе-хе. О, две машины. О, это все прикол. Тебя парни так научили? Я лучше всех. Давай, придумай что-то быстрей. Ладно, Вита, поплыли. Мертв. Так, Томпсона. И что, у них с собой налички нету, что ли? Не знаю даже, что лучше. Ну, наверное, это. Полегче, жить надоело. Да ладно, мы ведь живы, верно? Ах ты, чуть не вляпались. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись.
Блин. Ты в порядке? Держись. Да убейте вы их уже, блядь. Я лучше всех. Хорош, хорош, хорош. Это что такое было, Генри? Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряженые. Может, китаёзы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбыть товар. Витер, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся, хуже уже некуда, правда? Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй, в каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты бы вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдис Карла, пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал? Ну, с талончиками, и когда нас чуть не угрохали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, хватит. Завтра это уже. Поехали, Франтерс. И не волнуйся, сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни. Разве что плотно этим займемся. О, слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто мы на месте. Говорить буду я. Это крутые парни, так что без этих ваших шуточек. А, Джо? Black Eyed Привет, парни, Peas. как дела? Заходи. Черт! Хорошая дурь! Мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. То, что происходит на экране, кстати, я осуждаю. Вот им надо было сразу пойти к Бруно, мне кажется, сразу деньги отдать. Что-то они гуляют-то, наряжаются. Полная хрень, как будто бы. Явление дракона. Что, окей. даже на чай не дашь? На чай?
На чай не дам, только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джои. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Я аж подумал туда зайти, может. $500? За что? О, господи. Ну что там опять? Балаганчик Барбаро. У вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много? И что нам делать? Не знаю, нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. В смысле, у них уже 55 тысяч нету? Двигаем. Ну и дебилы, блин. Пошли, Джо. Не, ну Давай, реально, скажу. они пипец тупые. Они просто начали бабки тратить, да? Господи, какие же они тупые. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас с Вито дела. Так что за хрень творится? Это Генри звонил. Карло узнал про сделку. О, черт. А про нас он в курсе? Не думаю. Поговорим в машине. В смысле, у меня всего лишь $500 оставалось? Куда направляемся? Чё за идиоты? Да, Ладно, и что он тебе сказал? Он в порядке? вроде да. Но Карло забрал свою долю. Ах, мать. Генри так и говорил, если он узнает. Да, теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. А, черт. И что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, что-нибудь сообразим. Ну да, Генри придумает что-нибудь. Да, Генри придумает что-нибудь. Вот такие простые, просто я хер его знаю. Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Что тут происходит? Черт, это Генри! Чем это они его бьют? У него пушка! Прикрой меня, Вито. Сразу захотелось с тобой ссориться. Зачем меня порадует? Кто-то попал. О, тебе конец! Сука. Мать! Да кто же на такое способен, а, Вито? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вито! Ты веришь своим глазам? И денег нет. И денег нет. Да уж, последнее, что ты слышишь от своих друзей. И денег нет. Рассматриваться. Генри копы займутся. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Вон он, вон. Людей по-разному убивают. Пули бы хватило. Твари. А эти уроды, они на голову больные, Вито! А смысл им было убивать его, вообще не понимаю. Зачем вот так?
Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они. Я их на ихнюю лапшу покрошу. Я что хочу Тоже было сказать? по чесноку. Мы же даже не знаем, сколько их там. Ага. И плевать мне на это. Да и Генри уже мертв. Что, хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Интересно, что нам делать? Позвонить, не звонить? Ну, Карла и так был в курсе того, что мы продаем. Как будто бы в этой ситуации надо стоит, ну, действовать самостоятельно, а не, ну, даже не знаю. Ты всех копов города решил за нами собрать? Кто тебя в задницу укусил? Ну, мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Да прямо сейчас похуй вообще. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос. Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу. Видел, что они сделали с Генри? Мать твою, Джо, видишь? Почему было просто башкой в гонг не постучать? Заткнись и помоги мне прикончить их. Убери ублюдка за стойкой. Давай, Витя, мочи их всех. Да мочу. Берегись, они сверху палят. Давай, Вита, быстрее! Ща, погоди. Там, в окне! Отлично, осталось трое. Трое? Ты их считал? Откуда ты знаешь? Да откуда же все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Туннель до Китая. Поганый. Ай, да... Сука. Какой-то банзаймен меня ёбнул. Мать твою, Джо, видишь? Почему было просто башкой в гонг не постучать? Убери ублюдка за стойкой. Берегись, они сверху палят. Вика, давай в темпе. Надо найти Вона. Ебать, да как он так стреляет? Давай, Вита, быстрее! У него пушка!
все эти уроды лезут? До Китая? Уже мелкие ублюдки. Остался последний. Нормально. По запаху там кухня. Давай проверим. Ладно, иди первым, Вита. Тебя попасть сложнее. Спасибо, жердяй. Эй, ты же говорил, все делаем по уму. Осторожно, там еще лезут. Да подожди. Это вам за Генри, поверьте. Давай, Вита, мочи их всех. Прям всех? Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Пошли дальше. МП-40, ничего себе. Магнум. Уф. Господи, пока они лезут, сколько их там еще? Это не важно, пуль у меня много. Эй, оставь мне пару ублюдков. Блять! Чуть не убил же. Ё-моё. О, привет, краска. С наступающим. Здравствуй. Рад видеть. Блин. Понятно. Опиум. Опиум для народа. Ля какая. Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Как это тихо и чисто? Так, ладно, ползем вот тут. Тихо, тихо. Охереть. Вот так вооружение. Кто видит-то? Что видит-то? Кто видит-то? А как нам пробраться мимо этой толпы? Понимаю. Я захожу. Я вернулся. Это все, что ты можешь? Давай, быстро, пошли. Ну же, мелкие ублюдки. Сразу расхотелось с тобой ссориться.
Видишь, все не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Свидетелей не будет. Охереть. Даже сколько народу нам перебить-то сейчас надо. Ты что это творишь, а? В лифт! Подожди, я свидетелей ищу. Мало ли. Тут же вечно в этих историях кто-то выживает. Кровь. Ты труп, ты, урод косоглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать? Уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Да блин, ну а вдруг можно найти деньги? Пошли, пошли, Вита, в лифт. Да погоди, погоди, я хочу проверить чисто. А вдруг? Блин, меня задело даже. А тут точно за картиной ничего нету? Как он крепко ее прибил, блин. Ладно, пойдем. Печально это, печально. Ни денег, ни хера. Ноль просто. Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Ну а чё бы нет? Вита, иди сюда, тут можно выйти наружу. Да блин. Откуда у них наша ориентировка? Мать твою, ну же, Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Гэмблинг. Блин. А как так? Почему я маньяк? Я же просто вышел. Я просто существовал. И я маньяк. Мать твою, ну же, Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Он маньяк! Живо не берем! Ясно. У нас потери! Валите урода! Вас понял.
Прикрой меня, Вита! Я вернулся! Вот так. Это про пиштя, только не... Пиштя. Ну чё? Алики. Вперед. А где наша тачка? Пипец. Да за шо? What the hell? А где долбаный Джо? Хорошо, отлично. сбросили. Блять, и тут дохуя их. Господи. Да боже мой. Дьявол. Садись, уёбок, давай, пожалуйста, быстрее. Отвези меня домой, Вита. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Это был трындец, да? Вас понял. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Да, против такой машины вы ничего не сделаете. Она даже не поцарапана. Блин. А я не понимаю, это машина инкассаторская или что? Как будто инкассатор. Ладно. Добрый вечер. У меня есть именно то, что вам надо. Он псих! Помилуйте душу грешную. Это все, сэр? Где снег? Снега нет. Снега нет. Это дерьмо не работает. На Definitive Edition. К сожалению, не работает. Привет, Сань, здорово. С наступающим тебя. С наступающим. Зато у меня вот тут снег есть, видишь, вот позади. Не подрифтить. Да не, можно подрифтить, можно. Так, сейчас. Давай, садись. Поехали.
Зимой в этой игре лучше атмосфера, наверное, после Скайрима. Да, она офигенная была. Но, к сожалению, она такая короткая, что просто капец. Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруна. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И Вита, будь осторожен. Окей. Что заказал Деду Морозу? Ну, заказывать-то нечего пока что, как будто бы. Все есть. О, нифига. Я уже бодрячком. Так. Вита, ты готов? Похоже, я готов. Ты меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруна, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? Правда. Ограбление банка. Так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Ну, за Здесь такие ни деньги одна из только твоих ограбление банка блестящих идей. приходит в голову. Я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Так. Для рывка. Нормально так заглотил. Так. И... Давай по классике оденемся. Ля, какая машина. Ну прям оно, да? Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Давай, а? Садись за руль, у меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Что, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Ну, видимо, это оно. Та самая миссия. Не Поехали в Thunderbolt. Гринфилд. Ладно. Вот теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. Расплюнуть. Почему? Эдди сказал, это услуга семье из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкциями. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли. Боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Погоди-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Но тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. Окей. У нас тут что, автобан на Аляску? Нервничай, я спешу.
сказать? Да. Ладно, поехали. Да, мы приехали. Эх, вот он. Томми Анджело. Знаменитый гонщик. Мистер Анджело, Да? мистер Сальери передает вам привет. Шесть у него лицо перекошено. Блин, они застрелили из дробовика, а не с лупары. Блин, почему не лупара? Я же говорю. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вот те парни. Я пошел, пошел! Валим отсюда к чертовой матери! У нас тут убийство! Объект вооружен! Говорит агент Кокс. Ясно. Второе полицейское Кокс. подразделение в Принципе. Сейчас, блин. Агент Кокс. Это федералы. Мой напарник кокаин едет на подмогу. Кем-то любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Пощади, пощади. Чуть не вляпались. Добрый Отвези день, меня мистер в Кингстон, Скалет. ладно? У меня там машина. А что с Окей. деньгами? Да, чуть не забыл. Чего Эти изволите? заплатил авансом. Так что вот твоя доля. Сколько? Еще один довольный 3000. клиент. Блять. Добрый день, Вита. Господи, там полицейская машина проехала. Рассказывай, чего надо. Новые номера для тебя не вопрос. Так, окей. Мы ее малость подкрутили. Во. Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. Выбирай дизайн. Не, ну вот дизайны, конечно, все мега ублюдские. Просто. В любой покрасил. А погоди, что? А, крыша. Сейчас займемся. Ну, крышу, в принципе, можно и... Приятно иметь с тобой дело. Я захожу.
Простите, сэр, больше... Ищете чего-нибудь особенного? Прошу. Ты чё, мудак, что ли? Не стреляй, пожалуйста. И это все, чем меня порадует? Бля, зачем, сука? Понял уже все. Пусти, пожалуйста. Блин, какой же он мудак. Просто... Давай, покажись. Прикрой меня, Вита. Ну хотя бы украсть можно рубашку. Не, ну конечно, Джо просто животное, блин. Тварь конченая. Чё делает? Погоди, там что, Генри? Ну да, кстати. Хотя нет, блин. У меня неадекватный Джо Барбара, блин, в машине, так что я не хочу выходить с ним из машины. Лучше довезу его просто. Ты что, дальтоник, красный же? Просто конченый. Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно, до встречи. Поезжайте к Дерку, нет ли у него для нас работы. Дереку. Нахер. Преследую гонщика. Попробуй поймай. Хе. Преследует он. Довольно-таки громкое заявление. Да, полицейским надо бы обновить их машину. А то не поспевает, не поспевает. Нормально. Все, на месте. Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушай,
Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй, черт. Вита, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно, кто от таких денег откажется? Ну, ладно. Делов, ты стой рядом и делай морду кирпичом. А, Стив? Увидим. Так. Томпсон сразу подготовлю. Это прям похож на Марку. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10. Я-то откуда знаю? Какая разница? Я просто... И что будем с ними делать? Да он достал, Все по-моему. зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали. И все поняли, какие вы тупые. Что-то я не вытащил. Так, и в чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить все Миром? миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен А ну выкинет, как сбавьте Джона. тон, молодой человек. Чтобы я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш с работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты, ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вита? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалетты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдла. Быстро. Не слушай его, Вита, пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вита, этот мерзавец убил твоего отца! Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, а можно пушку убрать, Ты а? спроси у него, как твой отец утонул Заткнись. в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Мгм. Случилось с моим отцом. Вот так Ты вот. сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай об Почему ты этом. был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти. Да потому что он не хотел. Закрой свой рот. Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить. Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Папа. Ты меня разочаровал, Мгм. Вита. Очень Да. разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Винни, где ты это взял? Неважно. Это Отлично, голенький хороший же. шанс. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной. Парни, не нужно этого делать. Ты сам справишься. Лишний ствол не помешает. Вита, давай, мы прикроем. Это что, был чмо Стив? Я думал, он будет покрепче. Это...
Глупысы, колотысы. Твою мать, какой же я коцаный. Моя машина тут. Кстати, я не понял, я убил Стива или чё? Да, это Стив. Нормально. Теперь надо жирного убить. Когда мы с тобой разберемся, пойдешь на кухню. Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. Теперь казалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Нормально. Дерека я прикончил. Блин! Сукин сын. Лежит так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. 24 тысячи, Я нашел неплохо. пенсионный фонд Дерека. Не открывается. Не открывается. А, ключа нету. Ну, сейчас поищем тут что-нибудь. Что-то мне подсказывает, что придется деньги зарабатывать путем угона машины и сдачи их в Бруно. И вы продолжаете работать, реально? Мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Иисус, Мария и Иосиф, да поможет вам Бог. Так, работка. Какая-то работка нужна. Работа, да. Вообще сюда надо бы, конечно. Папа, я здесь. Ключ-то? Да. Ага.
Ё-моё. Полицейские реально ничего не хотят делать с этим. То ли то, что у меня машина слишком быстрая, то ли чё. Так. Казак. Вот эту машину пойду сдам. Нахрен. Какая-то донатная машина. Надеюсь, она будет стоить 1000 или типа того. Или больше. Ну что-то мне подсказывает, это будет $400. А? Вот это не твоя котенка. Это не твой котеночка, поебаны. О, байтендл. Громко жить так, или бата. Мысли. Эту машину раздавить нельзя. Ну здрасте. Кайф просто. $400. А что если я засуну туда эту машину? И насрать. А? Маля. $400. Ну это много по идее, но для игры мало. Блин, с Майком вообще базарить нельзя. Что-то он какой-то неразговорчивый. Интересно, а за раз я могу 2 машины засунуть? Может, оружейный магазин
пограбить. Насрать вообще. Законность всего оружия гарантирую лично. У него прям такие старенькие. Вы что, с ума сошли? Брысь, или я в тебе лишнюю дырку сделаю! Так. Пятихатка. Мало. Я видел белого мужчину с пистолетом. Это был не пистолет. Всё. Не опознали, не поняли. Интересно, как долго им надо смотреть на мое лицо, чтобы запомнить его? Непонятно. Ну, какая машина прикольная. Но это явно должно стоить много. Шуберт фрегат. Ничего себе, какая ты резвая. Угу. Тоже 400. Да, видимо, совершенно насрать, какого качества машина, и ему главное, чтобы была машина. Сколько денег осталось? А, по-моему, да, накопил. Все. Поехали. Угу. Это нету, ага. Придется искать. Ай, кать. Ладно, короче, возьму эту. Других нет вокруг. Блин, тут полицейские. Так, Дьявол. нормально. Он мне как будто упростил эту тему. Сейчас. Я
Руслан, Джо где не было телефон? дома. Сперва я Где подумал, телефон? что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Да где папин телефон? Куда дел? У 2 папы часа нету. спустя Джо так и не А, пришел. телефон. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Шесть часов спустя. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе. Вито, ну наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китаёзы его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак, то есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Лейсов Вито. Пойду как Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Пойду как Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Да понял я, Вито, понял, блин. Чё ты стал повторять по 2 раза?
Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Наступающим Фрешмидоро. Буана Фортуна, Вита. Найдите Джо и спасите его. Спасать опять. Блин, ну и небоскреб. Капец, он высокий. А тебе нужны подписчики в Твиче? Просто цель висит под стримом. Да, конечно. Конечно. А что? Вроде выводить нельзя же деньги. Ну... Есть плюсы того, что я жил в Таиланде. Я деньги же перевел. И документами там прочим я, получается, как житель этого Таиланда. И тайская карта там, короче, на вывод стоит. Поэтому Twitch думает, что все, мне тайская, нормально. Тогда. Подписчики, конечно, не помешали бы. Ну, платные подписчики имеется в виду. Так. Припоминаю эту тачку, да. Ну, я ее перекрасил, движок поставил мощный. Шину поменял. А так это она самая. Стоять, и может не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить Вита. Так, во-первых, прошу медленно Лысым бросить челом. оружие на пол. И без Это третья глупостей, часть, пожалуйста. по-моему. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Лысый? Я Он даже не хотел знаю. получить объяснение. И их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. О, боже. И это не Макс Пейн 3. Блин, я не знаю тогда. Черт. О, Какого Джо. хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, Батрейлов Джимми и Джимми с и надеется, Вендетта. что я ему покажу. Идиот. Чего? О, сладкая парочка уже Интересно. здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего. Не с чего. Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Интересно. Я слишком стар. Не знал, что еще Вот такие так DLC что существуют. дома. Расскажи, что за хрень происходит? Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну...
Я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Мать твою! Твою же мать! Мать твою за ногу! Так, надо бы по стелсику-то поубирать. Карате удар. А, боже. Ну да, вот это вот непонятно, как они сняли наручники. Может, ручки маленькие. Ручонки. Baby hands. А, не сможет спуститься. А наверху что? Ни хрена. Эй, Барбара сбежал! Бля. Ух. Грохнул всех. Ай, ганденский ганден. Я тут Assassin Brotherhood играл, насчитал 3 анимации вырубания врагов сзади по стелсу, причем продолжительные довольно-таки. Он там грамотно по ногам, спине, башке придушит, ногой по лицу даст им там прочь. Ну так вот. Мержение анимация вырубания сзади, да, рукой по жопе. Как это, блин? Get your ass back here. А, бля. Кто сзади-то нас? Давай, говнюк, вытащи голову. Только давай вытащи. Чуть-чуть. Готов.
Нет, не готов. Вот теперь готов. Да, Дьюби-то, конечно, не градировал. Обленились. На зарплате просто, ребята. Идейности никакой нет. Чисто пацаны на зарплатах. Вот и все. Иди вперед, я прикрою. Вечная впереди. Нахер пошел. Магнум. Это я беру. Нахуй. Как тебе это понравится? Вы что там, сами себя подожгли, что ли? Струсил? Я тебе башку к чертям отстрелю. Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу. Друзья, тех же Sony тоже хватает у них юби моментов, но технически на высшем уровне исполнено, и они с каждой игрой растут в этом плане. Да. Ну, Ubisoft и Sony это, конечно, совершенно разные полеты птицы. Sony-то она не одна. Там дохуя купленных студий. Потом это еще такая типа тема, которую они могут себе позволить быть херней из разряда как Ubisoft. Слишком требовательная фан-база и так далее. А у Ubisoft фан-база, она, ну, такая, типа, не особо требовательная, я бы сказал. Им достаточно, чтобы, ну... Бля. Им достаточно, чтобы новые песочницы им завозили с... Давай, ублюдок. Вышками и так далее. И все. Так. Им Миражи только старые годноты дали, они писаются кипятком уже. Ну да, вот. Им реально много не надо. Ну, фанатам Ubisoft. Так сказать. Уже надрессировали своих фанатов в натуре. Чисто надрессировали. Да, блин. Прижиматься к стене вообще не стоит, сука. Хуйня полная.
Интересно, были идиоты, которые сравнивали вот эту перестрелку с сценой из Матрицы? Ой, это же как в Матрице, тут тоже ж с колонны штукатурочка падает. Вот они, блин, наплагиачили. Отсылочки подъехали. Так. Это странно, конечно. Отдельный патрон под это. Давай, редиска! Оу! Ну-ка, Джо, ты чем занят вообще? Меня редиской назвали и чуть не убили. Журнал. Мне нужен журнал. Блин, такие туалеты. И в них нет журналов. Невероятно. Серьезно, ни одного журнала? Вот тут прям как будто бы должен был быть. Вита котлеты. О, господи. Вита, сейчас доставим Они тебя меня к Эльгреку. здорово отделали. Ладно, сейчас доставим тебя к Эльгреку. Вита, они меня здорово Да отделали. я понял. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя к Эльгреку. Тебя здорово отделали. Да. А то я 2 раза не понял. Спасибо, что в треке рассказал, а то закрепляющая нужна была мне точно. Джо, сейчас ты умрешь. Нет, слава богу. Еще б чуть-чуть его переехали бы. Обращайся. Спасибо. О. Грузовики нас прикрыли. Дьявол. Давай, садись. Легче. Эльгрека тебя починит. Да, Легче. конечно. Эльгрека тебя починит. Ой, блин. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Чем больше дергаешься, Слушай, тем хуже тебе будет. Спасибо, Мы с что тобой в пришел на одной помощь. лодке, а? Как сказал Сашку. Что происходит? Ты мне все штаны кровью не залил, а то Спасибо, просто что придется пришел на перо тебе помощь. всунуть. Мы же с тобой в одной лодке. Нашел, мать, как всегда. Время. Слушай, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою. Время комедию ломать. Комедианты, блядь. Шутники, блин. Хулиганы. Не, ребят, стойте, 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 стойте. Да стойте, я говорю, ёпрст, вы чё? Вылазь нахрен.
Я херею просто. Блин, да чё начало? Не убивай, гнида. Да за что? Ладно, они меня здорово отделали. Да за Сейчас что? доставим тебя к Эль Греко. Что-то жестко. Блин, там полицейский ходит, бродит. Легче. Эль Греко тебя починит. Легче. Надеюсь, я сейчас найду машину получше, намного Чем больше быстрее. дергаешься, тем хуже тебе будет. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Спасибо, что Мы же с пришел тобой на в одной помощь. лодке, а? И рисковал Как всегда. шкурой. А теперь расслабься уже, пока Слушай, мне все штаны кровью не спасибо, залил, а то что правда пришел на придется перо помощь. тебя всунуть. Мы же с тобой в одной лодке, Нашел, а? мать Как твою. всегда. Время. А теперь комедию расслабься уже, ломать. пока мне все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебя всунуть. Нашел, мать твою. Время комедию ломать. Преследую гонщика. Вас понял. Вот в этой машине, значит, я гонщик. А в той другой, блин, я, значит, не гонщик. Понимаю. Чел, тебе что надо? Ты меня хочешь из машины вытащить? Серьезно? О, это же лестница из Джокера. Она. Гонщик нелегальный. Блин, кого-то в асфальт закатал. По Яндекс навигатор. Ля, сколько хороших машин проехало. Ладно, не буду. Район богатый, я думаю, тут я найду хорошую машину. Как бы то ни было. Эль Греко, это снова мы. Помочь? Не, странно. Машина проезжает. Отнеси Бруно. С этим разберемся. Ничего себе. Он ща пернет. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу. И я харкую Да кровью. что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам. С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий? Не надо морали, Док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Окей. Ты деньги получил.
Ты-ты-ты-ты-тым, парам-пам-пам. Тара-папи-папи-пам-пи-пери-пери-пери-ти-ти. Привет, Михаил. С наступающим. Здравствуй, рад видеть. Блин, да что началось? Преследую гонщика. Да нет. Понял. Гонщик нелегальный. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Сидит, чай пьет. Ты принес мне деньги или хочешь продлить срок? Спасибо, спасибо. Признаться, я не И тебе всего хорошего. Я слышал, что всего у вас наилучшего, возникли крепкого здоровья и там Да, прочее. Мне Ну, сказали, Генри погиб. Потом еще будут новогодние у Меня это нас. очень Прям конкретно огорчило. новогодние стримы. Айзек, считай. Скорее всего, будем с фильмы смотреть. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Нахуй ты сказал? Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетту. Но должен сказать, ты Звали лучше отдаёшь Томасина? долги, чем он. За него Не пришлось помню, нет. расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? Таки верно. И тебя таки тоже. Ну таки да. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Да. Ну, кинуть ему гранату можно было. Вита, верно. Привет, Лафайет. С наступающим, здравствуй. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, Томасино. уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли Возможно. тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Ну, мы слишком много врали. Наврали Эдди, наврали Винчи.
совсем наврали. Но иначе нас бы на месте убили, очевидно. Врать Да, пришлось. Вито, это Эдди. Слушай, приходи... Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. А-а-а. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Конечно, показываю. Это игра для взрослых. Плашка только для взрослых стоит. Так что... Лафайет, если ты маленький, если ты гугу-гага, то лучше иди спать. Это только для взрослых. Так. Мистер Скалета, Боже мой. Пистолет. Старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Так, ты что за хрень? Чу-чу! Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты, а теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу, и выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он пахал, Нет. когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федерале. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. А куда он смотрит реально? Блин, он так во мне разочаровался, что даже в глаза мне не смотрит. Друзей не забываю, Вито. Блин. Спас меня. Ну, Леон, то за Я что? поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Не, мод не Ладно, ставил. я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Да, это Крайняя Definitive комиссия Edition. голосует за твой труп. И мистер Чо. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло, это тебе спустят? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Да. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно. Остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. Мальчик. Не, ну оружия достаточно у меня. Фак, мне нужно оружие. Машина, точнее. О, подруга, здорово. Я передам обязательно привет Джо. Пока. Постер смотрим. И Лафайетти активировал награду за 110.
Хотел бы жить в это время? Нет, нахуй надо. Ты о чем вообще? Ой, как классно! Время без интернета. Да, романтизируйте всего-навсего. Без презерватив дохлая кошка. Ну такое себе. Там скорее всего не презерватив дохлая кошка, а скорее карманная вагина это дохлая кошка. Тоже такая себе тема, конечно, но... В общем, кайфа там никакого нет. Разве что просто реально, ну... Вот, знаешь, побыть там один день или какое-то вот короткое время, это типа да, почему бы и нет. Как в фильме, знаешь, с этим, с Джеймсом Франко, где он перемещался во времени, чтобы спасти президента Кеннеди. Как он назывался? Типа... Ну, там дата была. Типа 11, 10, 53, что-то типа того, короче, как это называлось. Прикольное кино. Я книгу читал по этому фильму. Очень годно, очень годно. 11.09.2001. Ну, может быть, такой фильм появится, кстати, почему бы и нет. Могли бы и такой снять. Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Вот так вот. Новогоднее волшебство случилось у вас на глазах. Только что 2 грешные души ушли в рай. Пара, папа, 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 папа. А! Я еще подумал... Блин. Я еще подумал, нахера они снизу в потолок стреляют. Типа, и вообще не понял. Прикол. Да. Ты годник кенты завтра, менты. Нормально.
Так, еще стрелки будут? Блять. Какие крутые. Так. Журнальчики. Оп. Окей. Very nice. А зачем это? А зачем я это сделал? Чтобы что? Ладно, неважно. Привет, Семен Тараев, здорово. Да, нормально. Наступающим. Здравствуй. Так. Окей. Хе-хе. Редиска. А он шутник. Спеша, пиш. Окей. Давай, умирай уже. Ты серьезно? А. Он прям умирать не хотел. Категорически отказывался. Да. Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил?
Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео Да, тебя этому нормально, не научил, нормально. пока ты у него сосал за решеткой. Сосо. Ты просто шестерка, Вита. И всегда я был. Когда ты наконец поймешь? Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? О, Ви, спасибо за 300 рублей. Спасибо огромное с наступающим тебя. Большое спасибо. Теперь тупой болван, ты за это заплатишь. Спасибо. Давай, Спасибо. Джо. Да, игра офигенная. Эй, собираешься нажать на курок? Ну давай. Чего ты ждешь? Вита, Ой, выздоравливай. Помни, о чем мы На счет говорили, 3. Джо. Ты забьешь на это? Давай! 2. Ну! Прикрой меня, Вита. И это все, чем меня порадует. Что попал. Черт, кто-нибудь уберите! Давай, быстро, пошли! Умри, придурок! Ты просто Супермен. Да, дрожишь от страха, а? Тупой придурок, у тебя нет шансов! Я лучше всех. Блин. Ай, так атака прям окружили, твари. Окей, окей. Короче, посюду пойду. Уберите этих психов! Ты стреляешь! Ты наконец свихнулся, да? Я посмотрю. Давай уже! Их там всего двое! Стреляй! Черт, ты стрелять вообще не умеешь. Да иди ты нахер! Все, завалили его. Это он был, да? Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну, убивал за свою семью, убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это для меня. Пошел ты! Долбаный хрен. Долбаный хрен. Очень надеюсь, что вы... Оу. Ты мертв. Закрой глаза. Тебе вообще здесь не должно быть. Это стрим для взрослых. Все. Он тут говорил. Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа, даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне $5 должен. Капо. Капа, 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 капа. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Капора Джимми настал один. Ладно. Так что там за тайны? Эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости.
Джо в сделку не входил. Вот так вот, вот так вот. Джо в сделку не вошел. В третьей части же он был. Ну, по идее, был. Но это притянуто было очень сильно. Очень сильно притянуто. Как будто бы чушь какая-то. Не знаю, не знаю. Водителем Лео Галанта. Го-постеры. Коллекция. Блин, а их много. Не все собрал. Да. Да, уж эти соски того времени. Огромный шокопец. Да, на Твиче тут сейчас уже все можно. Можно тупо раздеться и сосками своими трясти. Мафия. За яйца забанили чела? Ну, яйца это уж перебор, ну. Ну, как, типа там, короче... Сейчас. Нет, Семен, иди спать. Так, с водителем Лео с третьей части. Ну, блин. Я вот даже не знаю, стоит вообще. Ну, типа... Я, с одной стороны, как будто бы хотел постримить третью часть. Но, с другой стороны, в нынешнее время, под Новый год, это вообще не в тему будет. Не, нахуй надо, хотя не хочу проходить. Я так подумал, реально не стоит. Дерьмо полная затея. Третья часть, она полная говна. Вообще не хочу. Так. Сцена из третьей части Мафии. Что? Ладно, пока. Пока, фрешми, здорово. Пока. Здорово, пока, здорово. Блин. А что за хуйня? Почему переместилась? Пускай. Это Лео. Как он, сука, жив еще? I take it you're Lincoln Clay. So they tell me. I told Sal this fucking casino would be the end of him. I meant it figuratively.
Shit has a way of turning on you, doesn't it? Especially if you piss off the wrong person. You know who I am, son? Guessing you're Leo Galante. Let's take a little walk, you and me. Probably no surprise, but the rest of the commission wants you dead. You and anybody else that had anything to do with this. Ходит, улыбится. What happened here was between me and Marcano. Well, I understand that, son. We all do. But this business makes you paranoid, irrational. They see Sally, a pile of shit. They start wondering if someone's gonna serve them a plate of their own. So you're here to decide if you're coming after me? No. I'm here to deliver a message. You made your point, son. This all ends right here. Right now. I got no quarrel with y'all. Once a month, Sal kicked up 20% of his net. Cash only. Same man's been delivering it for, I don't know, 40 years or so. I see no need in deviating from that, do you? No, sir. In exchange, you run things as you see fit. Wanna sell heroin? Ну, второй РДР, по идее, было, но хочу снова пройти. Он у меня на Steam появился. Я просто РДР 2 проходил когда-то на чужом аккаунте на Epic Games. Киберпанк проходил уже. Хотя можно было бы продолжить на концовку другую. Ему член отрезали с яйцами, что ли? Че он такой неболтливый? Прям евнухом стал каким-то. Да. Ну, такое. Ну, короче... Короче... Посмотрим. А что еще поиграть можно будет потом? Сейчас в последнее время что-то мем с бобром. Всплывает жестко. Ну, честно сказать, анимация крутая. Довольно-таки крутая. Так, что у нас еще есть? Little Company, Black Mesa. Да, очень притянуто. Очень притянуто. Чисто фан-сервис какой-то говна, если честно, этот момент с Джо. Просто полное говно. Ну, убили его и убили, по идее. Чё разнылись в натуре? Ради фан-сервиса возвращать Джо. Такое себе, правда. Уж лучше оставить его мертвых, так сказать. Да вся игра фан-сервис говна так-то. Ну, третья часть, да. Третья часть чисто фан-сервис говна. Там и Вита Скалетта есть, и там еще что-то и так далее. И какой-то гринд полный. Да, нет, третья часть вообще не должна существовать. Это как в свое время создатели Готики Piranha Bytes отрицали существование четвертой Готики. Вот примерно на том же уровне это все. Настолько все плохо. Да. Настолько все плохо. Так, ну чё.
Есть еще Kingpin и Blood West Reloaded. Также можно еще, по идее, Arkham City поиграть. Да, сейчас заценю. Сейчас чисто заценим. Что там, как? Нормально, нет? Главный герой абсолютно пустая болванка. Да, он просто так, чисто ради галочки, чтобы был. Типа, даже странно, что, ну, как-то... Даже странно, насколько он, ну, ни о чемный, этот главный герой. Как его звали, этот? Клей. Кто-то Клей. Ну, сейчас вот его как-то же назвали Клей. Я хз, кто он вообще. Типа бывший военный и там прочее. Они как-то вот, не знаю, они очень тупо все сделали. Как вот продолжили эту тему с тем, что главный герой должен быть каким-то опытным военным чуваком, вся херня, и как-то тупо. Франклин Клинтон? Как-то так. Франклин Клей. Франк Клей. Что-то типа того, да. Что-то типа того. Это очень странно. Очень странно. Так. Очень высокое. Аппаратное ускорение. Физикс высокий. Ну, вроде топово. Стереоскопический 3D. Лол, что? У меня даже имя не о чем, да, вообще пипец. Не, реально забейте, это просто бред какой-то. Третья часть не должна существовать. По крайней мере, в этом виде, в котором он есть. Это полный бред. Так. Сейчас чисто затестим Бэтмена. Как он? Elden Ring брать стоит, но вообще, если тебе нравятся Souls и все такое, то почему бы и нет? Но мне лично он, чисто мне лично, вот просто не бери мое мнение как что-то такое, типа, знаешь, как... Охуеть, как громко. Не кажется или как-то странно все? Погодите, а какая часть была зима, где? Архем Сити же, по-моему, не? Touch it, man. They'll kill you. How long till the boss gets here? He'll be here. Riley said he saw the bat. Не Is знаю. he here too? In Arkham City. Why would he come here? You guys just need to chill the hell out. It's Batman! What the hell? Sorry to disappoint you boys. It's just little old me. Окей. You're gonna die here. А! Your mommy won't recognize you when I'm done. Nice outfit, Catwoman. Спасибо.
Наряжал специально для тебя. Нифига, она его еще поцеловала. Ушлюха. Не одобряю домашнее насилие. Бам! Жестко. Now that they're all taken care of, it's time to get what I came for out of that safe. Ну смотри-ка, да, снег идет. По-моему, та часть. Ну, странная какая-то она. Подождите, мне надо разобраться. Это прям, ну, очень странно. Это мега странно. Я вообще играл в Arkham City? Это вообще что такое? Arkham City. Без спойлеров. Так, ну-ка. Есть такая фигня, что сюжеты в этих играх слишком комиксовые. И раз мы говорим про Arkham City, это фигня с пингвином. Просто опять же, такие сюжеты. Игра упорно делает вид, что все нормально. Типа да нет, враг просто спит. Он спит. Это и хочется, ибо я уже за 2 минуты. Ну и еще хотел сказать про боевку. Она по сути улучшенная версия. Погодите, я эту часть не играл. Но анимация, ну, физика груди есть, это хорошо. Это что, реально? Типа та часть Бэтмена, в которую я вообще не играл? Такая была? Офигеть. Ну тогда срочно выходим. В это мы, видимо, играем. В это мы, видимо, играем. Месть Харли Квинн, содержит спойлеры из основной истории. Трофей персонажа. Не, вообще была та какая-то часть, в которой была прям зима, там, ну тут тоже зима. Любопытно. Интересно. Окей. Ну все. Давайте посмотрим, кто есть. Dungeons Dragons. О, нифига себе. Ну, как бы, да. А тут прямо ДНД идет. Нормально. Ну что, присоединитесь к рейду. Я вас перекидываю на Dungeons Dragons. Партия какая-то уже идет. А я буду заканчивать. Завтра рано просыпаться. Да, я завтра пораньше начну, если что. Просто, блин, реально устал допоздна сидеть каждый раз. И сплю очень поздно, и потом просыпаюсь рано, и потом сплю целый день. Полное дерьмо. Поэтому так себе. Так что, ребят, завтра будет стрим, скорее всего, по Бэтмену, Arkham City. Посмотрим. Посмотрим. Либо переходить ко мне на телеграм-канал.
И предлагайте игры новогодние там, чтобы я мог подготовить стримчик под это дело. А так, пока в планах чисто, да, Бэтмена поиграть. Как-то так. Ладно, всем пока. Был рад вас всех видеть. Хорошо посидели. Всем пока. И спокойной ночи. Всех с наступающим.